Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда. Рвануться на выручку нужно в любую минуту, всегда. Выпишите, пожалуйста, выделенные слова. Давайте изменим эти слова. Стороне, сторона, стороной. Беда, беде, бедой. Минуту, минута, минуте. Ребята, изменяемая часть слова называется окончанием. Значит, чтобы найти окончание, нужно изменять слово. Таким образом, в слове «стороне» окончание «е», в слове «беда» окончание «а», в слове «минуту» окончание «у». А вот часть слова без окончания называется основой. Слова же, у которых выпадает окончание, называются словами с нулевым окончанием. Откройте учебник на странице 97. Там есть упражнение 200. Спешите, обозначая окончание и основу. Помните, слова, у которых выпадает окончание, называются словами с нулевым окончанием. Друг. Окончание нулевое. Подруга. Окончание «а». Счастье. Окончание «е». Улыбка. Окончание «а». Дом. Окончание нулевое. Ну а теперь перед вами ключевые слова текста. Как вы думаете, о чем пойдет в нем речь? Слушаем текст. Хорошо жить на свете, когда у тебя есть верный друг. Хорошо, когда сам ты умеешь дружить. А что такое уметь дружить? За партой одной сидеть, в кино вместе бегать, общаться в соцсетях, одни книжки читать. И кино, и онлайн-игры, и книжки. Славно. Только этого мало. Верный друг честен с тобой до конца, и у тебя от него секретов нет. Верный друг у тебя хорошему учится, а о плохом тебе прямо в глаза скажет. Верный друг всегда готов прийти на помощь. У настоящей дружбы вот какая арифметика. Беда только делится, радость только умножается. Значит, сколько у тебя хороших друзей, во столько радость твоя больше, во столько раз и трудное дело легче. Выпишите из текста существительные, которые имеют окончание в первую колонку, во вторую колонку существительные с нулевым окончанием. Проверьте себя. Молодцы. Я очень надеюсь,
что ваши ответы совпали с ответами на доске. Обратите внимание на критерии оценивания и дескриптора. Опираясь на них, вы должны составить карту событий по стихотворению Нины Печуриной «Чей гриб?», карту истории. Вот она, карта истории. Я очень надеюсь, что ваши работы совпадают с ответами на доске. Ребята, давайте подведем итоги урока. Сегодня вы научились прогнозировать содержание текста по ключевым словам и вопросам, создавать тексты, используя элементы разговорного и художественного стилей, узнали, из каких частей может состоять слово. Ну а сейчас, используя прием дневник тройной записи, дайте мне, пожалуйста, обратную связь к сегодняшнему уроку. От дождей вьюг друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся, не разлить водой, шутят все вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. Всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг.